сегодня большое удовольствие испытал, участвуя в обсуждении нашем, и считаю, что это на высоком уровне на базе Общественной палаты начали вживую обсуждать ваши предложения в национальную программу развития Дальнего Востока, которая разрабатывается по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, но не последний раз далеко. И, конечно, я поддерживаю предложение, которое сегодня прозвучало от Натальи Альбертовны, коллег, о том, чтобы нам совместить дальнейшее обсуждение с отчетом правительства, который состоится традиционно в феврале этого года. Мы будем рады, если члены Общественной палаты присоединятся к нам. Афанасию Семеновичу Владимирову, директору департамента, я даю, чтобы вы логистику проработали там, где уважаемые коллеги присоединятся, чтобы не так часто, один раз в год все муниципальные образования получить обратную связь и напутствие от наших граждан, в том числе и тех, которые не имеют возможности в интернете подать свои заявления в силу технических ограничений. Мы знаем, что, к сожалению, эта проблема остается. Кстати, сегодня она ни разу затронута не была в моем заявлении. На мой взгляд, нужно, это хорошо, что, значит, она решается, но на самом деле она стоит очень остро, и это одна из тех проблем, которые мы тоже будем решать, потому что сегодня доступ к современным телекоммуникациям так же важен, как и доступ к чистой питьевой воде и как тепло в наших домах. Хотя вот эта тема единственная, которая касается, я все темы не буду, безусловно, затрагивать, потому что они в той или иной мере мы прорабатываем в правительстве Республики Саха-Якутия. Они все, безусловно, имеют приоритетное значение для нас, то, что сегодня поднималось. Но вот, одна тема, она в комментариях не прозвучала, хотела выделить ее. Николай Николаевич поднял, представитель профсоюзов наших, вот, относительно городской среды и вообще благоустройства наших домов, наших поселений, наших поселков городского типа. Она, безусловно, назрела, эта проблема, и мы, конечно, сейчас подходим к ее решению. Здесь я должен отметить, что федеральным уровнем власти, правительством Российской Федерации приняты, на самом деле, абсолютно беспрецедентные меры, в частности, по национальному проекту расселения ветхого аварийного жилья. Республика Саха-Якутия получила максимальное, больше всего в стране получила средств, и больше всего в истории вообще на такое направление направлено. Для сравнения, в прошлый период расселения ветхого аварийного жилья мы расселили порядка 400 тысяч квадратных метров. С трудом были определенные сложности, вы знаете про них, сейчас мы завершаем эту программу. Расселили. В этот раз будет расселено более 900 тысяч, в 2 раза больше. И общая сумма выделена более 60 миллиардов рублей на эти годы. Беспрецедентные цифры. Они как раз направлены на то, чтобы в наших городах, в наших поселках создать вот эту новую среду. И очень важно, чтобы мы здесь все вместе, и общественность, и, конечно, органы местного самоуправления, наши региональные власти, воспользовались этим не только для точечного расселения тех строений наших, тех домов, которые аварийными признаны, а в том, чтобы за счет массового расселения, которое произойдет, создать вообще принципиально новый подход к нашим территориям, к планированию. Это большая сложная задача, мы будем ее решать. И, конечно, по благоустройству домов, по обеспечению теплом, водоснабжением. Здесь не все так просто, много разных подводных камней здесь есть, и я тут не склонен к таким, вот, знаете, линейным простым решениям, потому что часто, например, оказывается, что центральное теплоснабжение не так выгодно и не так удобно гражданам, как индивидуальные современные котлы в случае газификации поселка или в случае использования других современных видов топлива. Но, конечно, нужно исходить из того, чтобы наши граждане получали тот уровень комфорта, который они все заслуживают, имея такие же права, как и жители мегаполиса. Не хочу останавливаться дальше, потому что разговаривать можно много, и многое прозвучало, как я думаю, что мне справедливо отметил Наталья Альбертовна, мы как правительство открыты к взаимодействию, и я лично, и глава Республики Саха-Якутия Арсений Сергеевич Николаев, например, хочу еще раз это подчеркнуть, всячески на такого рода встречах подчеркивает, что любой человек может написать в социальной сети, например, он лично на все вопросы отвечает в Фейсбуке, в Инстаграме, вот, аналогично. И я, конечно, тоже делаю, и много встречаюсь, сегодня действительно полдня с молодежью общались, смотрели, как мы
для нас приоритетом, чтобы нам не раствориться в мелком бисере тех проблем, которые каждый день нас волнуют, а сосредоточиться на главном. Здесь, конечно, я хочу выразить большую благодарность лично Александру Сергеевичу, за то, что он сегодня у нас работает в общественной палате, и сегодня вот мы от него очень приятно было слышать те главные проблемы, которые действительно у нас есть. Ну, если мы говорим про Якутскую агломерацию, наверное, не вся территория Якутии настолько остро чувствует, но для нас, для жителей столичной агломерации, в которой живет более 30% всего населения Якутии, конечно, проблема мостового перехода через реку Лена – это главная проблема. Они говорили, Александр Сергеевич Николаев, встречаясь с президентом Российской Федерации, она принималась на встрече с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Сейчас на пресс-конференции Владимир Владимирович задавали вопрос, он позитивный ответ дал. Сейчас мы в продолжении его поручения внимательно отрабатываем с этими ведомствами, как раз обосновываем, почему же мост так важен. И то, что действительно мы кардинально меняем качество жизни людей за счет ухода от северного завоза постоянного, без перерывного завоза продуктов питания и товаров потребления, за счет того, что мы удешевляем каждый товар в Республике Саха-Якутия по расчетам нашего Министерства экономики Республики на 7%. То есть идет среднее взвешивание каждого товара. А ряд товаров, конечно, гораздо больше почувствуем по всей республике. Появится новое, очевидно. Абсолютно. Изменится структура потребления наших граждан, потому что высвободятся эти средства на другие направления, снизится уровень бедности, понизится стоимость квадратного метра жилья. Это вот что называется то, что касается то, что коснется каждый день каждого из нас. В случае, если проект мы уверены в том, что он будет реализован. Ну, я уже не говорю о том, что будут увлечены серьезные новые месторождения полезных ископаемых, инвестиционные проекты будут реализованы. Поэтому очень приятно то внимание, которое Общественная палата и лично Александр Сергеевич нам уделяет. Мы действительно примерно месяц назад, на Дня Дальнего Востока, впервые познакомился с Александром Сергеевичем, он обещал приехать. Я, честно говоря, даже удивился, когда прямо в первые рабочие дни после Нового года уже увидел средственную программу, график, все это. Был очень приятно удивлен и хочу еще раз поблагодарить за это внимание. Те моменты, которые нам дальше предстоят, подробно мои коллеги уже озвучили. Хочу обратиться к вам с призывом максимально активизировать ваши контакты, ваши организации, потому что вы здесь не просто в личном качестве, за вами стоят жители нашей Якутии, вы представляете жителей нашей Якутии. У меня большая просьба к вам донести до них, для тех, кто за вами стоят, до ваших контактов, до ваших общественных организаций, важность и значимость программы, которой мы сегодня занимаемся, и важность и значимость этого направления работы. Руководство Дальневосточного федерального округа Юрий Петрович Трутник на самом деле очень отзывчиво и всегда внимательно относится к таким предложениям. Еще когда проектировался режим территории опережающего развития, когда обсуждались вопросы выравнивания энергетики, то поскольку я был вовлечен в эти процессы, очень хорошо видел, что Викторович всегда вначале собирал тех, кого касается то или иное решение, именно предпринимателей, бизнес, тех, кто хотят создавать новые предприятия, и уже потом принимал решение и в среде государственной службы его оно реализовывалось. Вот тот подход вот сейчас продолжается, мы являемся его участниками живыми. Призываю вас всех воспользоваться этим шансом, историческим шансом, не побоюсь этого слова. Уверен, что те предложения, которые мы с вами сформулируем, они, многие из них будут реализованы, и они изменят качество жизни на Дальнем Востоке, качество жизни нашей родной Якутии к лучшему, и сделают ее в конечном счете тем регионом, в котором хочется всем нам жить и работать.